Ну что, дорогие друзья, добрый день. Сегодня у нас в гостях Хатылыков Сергей Александрович, ответственный секретарь дирекции 6-х международных спортивных игр «Дети Азии». Здравствуйте. Добрый день. Сегодня мы будем говорить о тех людях, которые будут встречать, которые будут провожать наших гостей, гостей игр, спортсменов в Олимпийскую деревню, из Олимпийской деревни. Этих людей будет достаточно много. Они собираются, как говорится, со всей республики. Эти люди называются волонтеры. И мы сегодня поговорим об этом движении, кто к нам приедет, какие это люди, можно ли примкнуть еще в ряды вот к этим волонтерам, чем они будут заниматься, какими должны обладать качествами. Но вот все эти вопросы обсуждаем с нашим гостем. Присоединяйтесь к нашему разговору 32 11 66 32 00 66. Одновременно мы выходим и на радиоволне, и сидим в телевизоре. Ну и, в общем, кто это такие? Что это за волонтеры? Кто их обучает? Сколько их? Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что волонтерское движение у нас зародилось лет 5-6 назад уже. В республике. Да, в республике. Очень сильно сейчас динамично развивается. Центр по работе с волонтерами очень активно работает по этому вопросу. К 5-м играм мы подготовили 1000 волонтеров, которые работали по порядка 10 направлениям. На 6-е игры мы готовим 2000 волонтеров. То есть отбираем, не готовим, отбираем и готовим. То есть это конкурс должен быть, да? Мы пройден? на сайте игр открыли набор волонтеров. Поступило более 5600 заявок по 13 направлениям деятельности волонтеров. Из них мы должны отобрать 2000 волонтеров. Сейчас в центре идет отбор, собеседование по каждому направлению. Вот. Всего, как я сказал ранее, 13 направлений. Это тим-лидеры, атташе иностранных спортивных делегаций, то есть атташе – это сопровождающий, атташе российских делегаций, и волонтеры спортивных объектов – это управление потоками, работа со зрителями, волонтеры судейской коллегии, помощь тренерам, встречи гостей в спортивном объекте, волонтеры мандатной комиссии, волонтеры-медики и волонтеры в спортивной зоне. Вот. Каков возраст? Возраст от 16 и старше. То есть старше это имеется в виду и вообще люди пожилого возраста тоже могут, да? Есть такое направление новое. Серебряный волонтер – это люди старшего возраста, которые имеют такой большой жизненный опыт, но хотели бы тоже помочь. Внести свою лепту в организацию этого прекрасного праздника спорта. Да. Спорта, дружбы, мира. Очень актуально, кстати, в последнее время, да, у нас. И все-таки напомнить еще раз вообще в мире, что да, лучше состязаться, так сказать, воевать, но на арене спортивной, да. Вот. И какими должны обладать качествами волонтеры? Это все зависит от направления работы или же в целом какие-то вот качества общие, которые присущи всему вот этому, отряду вот этих вот помощников? Нет, конечно же, в целом каждый волонтер должен быть, добрым, отзывчивым, улыбчивым, приветливым, любознательным, ответственным, добросовестным. То есть все те лучшие качества человека, который делает игры наши лучше, веселее. Так вот. Вот. Я также добавлю то, что у нас направление не только заканчивается волонтерами спортивных объектов, но еще и волонтеры размещения в пресс-центре, по аккредитации, по транспортной логистике, встречи провода в аэропорту, волонтеры объектов питания. А все ребята должны обладать, не только ребята, но и люди вот серебряного, так сказать, возраста, да, обладать знанием каких языков, может быть какими-то спортивно как-то выглядеть или как, внешний вид вот будет учитываться вы учитываете при отборе? Конечно. В нашем современном мире, конечно, волонтеры любого направления приветствуется обладание, иностранными языками. Но, конечно же, по направлению, если сказать атташе спортивной делегации иностранных, то там обязательно, скажем, английский, восточные языки. Если, например, приезжает команда из Китая, то
нецелесообразно ставить волонтера с английским языком. Вот, потому что у нас очень много ребят, которые знают и китайский язык, и корейский, и японский. Вот. Ну, конечно, большинство стран, они имеют английский язык, да, вот. Это арабские страны, Южная Азия. Вот. Поэтому... То есть эти ребята, волонтеры, они должны как-то очень на хорошем языке, да, ну или хотя бы, как говорится, с минимум пантомимы, да, объяснить, как пройти, особенности, может быть, какие-то. А вот, допустим, если люди захотели сходить в музей там или как, они тоже могут, ну, какие-то внештатные ситуации же тоже могут быть, возникнуть там. Вообще по подготовке волонтеров у нас есть после отбора идут, после собеседования отбора идут курсы. Для атташе иностранной делегации это будут языковые курсы, будут курсы по этикету, по межкультурной коммуникации. Это очень важное направление, кстати, межкультурная коммуникация, например, для арабских стран, для представителей, например, разных религиозных конфессий, да, важно знать, что нужно делать, что нельзя делать. А вот по экскурсиям, да, вот, например, когда команда выезжает, например, тоже царство вечной мерзлоты, то волонтер атташе их сопровождает, переводит, то есть помогает везде. Помогает во То всем. есть те ребята, которые хотят принять участие, ну, опять-таки, люди старшего возраста, которые хотят стать волонтерами, они, естественно, должны как-то погрузиться, да. Но они же не знают, например, вот я пришла к вам волонтером устраиваться, а вы мне говорите, вот будешь работать с корейской командой, да, а на самих играх вдруг меня там перекинули там с командой там из Камбоджи или еще Нет, откуда-то. такого быть не должно. В принципе, уже на ранних стадиях обговаривается, на какой позиции видит себя сам заявивший себя волонтер, да, вот. То есть какая страна ему нравится, да? Где бы он хотел побывать, может, или побывал уже, знаком с культурой. Если, например, это направление уже как бы полностью отобрано, то ему предлагаются другие позиции. То есть он уже будет выбирать из другой позиции, что ему больше по душе. Вот. А так, в общем-то, будут какие-то лекции или что-то для них? Ну, вот Да, вы говорите... будут, как я сказал ранее, будут проводиться курсы, семинары по, ну, языковые, по этикету, по межкультурной коммуникации, еще раз повторю. Ну, по этикету-то и обязательно, наверное, Это да? обязательно, конечно. Скажите, вот вы уже отобрали сколько примерно волонтеров? По всей республике же набор идет довольно давно уже. Да, кстати, набор у нас с 15 января уже завершился. Как да. я сказал, что более 5600 заявок поступило. Вот. Но не только, как бы, вот сейчас мы отбираем 2000, мы все равно оставляем резерв. Вдруг, например, ну, всякое может произойти. Да, Ну вот, да, кто-то уехал, заболел, вдруг кто-то вынужденно, не смог просто. Да, вынужденно не сможет принять участие, да, в подготовке проведения игр. А по охвату волонтеров к нам поступили, ну, заявки из всей республики, ну, всех районов, вот, и даже из-за рубежа. Вот, например, к нам приезжают из Казахстана, Кыргызстана, Вьетнама, Индонезии, Малайзии, Таджикистана, с Южной Кореи тоже. Вот. И едет большая дружная компания из Татарстана. С Татарстаном мы постоянно очень сильно активно сотрудничаем. Например, на 5-х играх у нас была тоже большая команда, которые потом, кстати, применяли свой опыт игр «Дети Азии» на универсиаде в Казани в 2013 году. Вот. И наши ребята с 5-х игр тоже ездили в Казань. Чтобы набраться 41 опыта. человек, да. Некоторые поехали в Сочи. То есть вот это волонтерское движение, да, вот опыт, который получается, который ребята получают, они могут применять в других крупных международных спортивных, ну, не только спортивных, других крупных мероприятиях. Но, в принципе, вообще вот это волонтерское движение, оно же как бы и в России в целом, оно как бы не очень, ну, скажем так, старинные какие-то традиции, нет этого, да, то есть это как бы новодел какой-то. И, естественно, каждое мероприятие такого большого, грандиозного такого порядка, когда приезжает масса стран, делегаций, международные, да, ну, все в таком каком-то воодушевлении, в каком-то порыве, так сказать, да, вот фестиваль студентов в Москве был, да, когда-то вот, когда там все
там, не знаю, недавно показывали сюжет по телевизору, и, оказывается, очень много было выпущено вот тогда продукции сувенирной, и она принесла очень большие, хорошие такие доходы. Ну, мы тоже про это будем говорить, как у нас вот в этом направлении, как бы, ну, это не ваш, как бы, да, как бы. Вот про сувенирную продукцию можете что-то сказать? Потому что когда-то... Ну, сувенир, конечно же, будет. Когда-то моя племянница приезжала, она из Нерингри, и вот она очень хотела мамонтенка купить серебряного. И слушайте, ну мы его не нашли. Это было, знаете, в каком году? 2000, по-моему, 8 или чуть раньше? Нет, чуть раньше. Раньше игры, когда проводились. В 2004, наверное. Ну, сейчас технологии ситуация продвигают. другая. Да. Ну и Вот, слава богу. сувенирная продукция будет, разнообразная. Будут, конечно же, привлекаться и местные производители. Ну, в основном местные производители, которые будут использовать логотип игр, которые будут иметь право использовать логотип. Вот. Ну, надеемся, что ассортимент будет очень широкий для каждого, ну, для каждого человека, на самый разный вкус. Вот. Сергей Александрович, скажите, а вот те ребята, которые приедут к нам, вы говорите, из Киргизии даже, да, из Казахстана, ну, из других регионов, вот в частности из Татарстана, их вот в доле наших вот 2000, сколько их будет, и они как вообще вот осуществляется вот вся координационная работа? Это же довольно тяжело, как бы вот действительно, но их тоже будут с гаком, как говорится, набирать, ну, больше, чем положено. Конечно, или резерв как? будет. Ну, сейчас пока координация лежит на Центре по работе с волонтерами, Министерство молодежи и семейной политики. И при оргкомитете игр есть комиссия по организации волонтерского движения. Вот. В принципе, работа очень большая, да, обширная. Это нужно расставить всех волонтеров, подготовить их всех. Вот. Но по опыту проведенных нами мероприятий в Якутске, да, вот 5-е игры, потом был у нас чемпионат мира по бильярду в 2013 году, чемпионат мира по боксу среди студентов в 2014 году и разные другие мероприятия, там, спортивные, культурные. Центр по работе с волонтерами провел очень большую работу. Постоянно у нас ребята пополняются, да, вот, ну, как бы ряды волонтеров наши пополняются. Методика подготовки, наверное, оттачивается с каждым разом. И, ну, ребята очень, как бы, позитивно настроенные, всегда очень улыбчивые, приветливые, помогают во всем. И хочу привести слова президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, который на закрытии игр в Сочи, олимпийских зимних, сказал спасибо оргкомитету, спасибо спортсменам и спасибо волонтерам. Без волонтеров мы бы не достигли такого хорошего, ну, высокого уровня проведения этих зимних Олимпийских игр. Поэтому волонтерское движение при таких крупных мероприятиях это уже как бы неотъемлемая часть. Вот, без волонтеров мы, так сказать, без рук, без ног. А мы можем сказать, вот как пройдут эти игры, вот такие же слова благодарности волонтерам? Обязательно, нашим? Да. Кроме того, ребята-волонтеры получают экипировку, получают питание. Некоторым приезжим, например, волонтерам будет обеспечено проживание. Крыша над головой обязательно. Вот. Но это бесценный опыт. Это опыт общения, это радость новым контактам, новым друзьям. Это общение молодых людей, да, вот, которые вот... Ну, наверное, это бесценный опыт, Конечно, потому что ведь столько стран сразу одновременно приедет и в одном месте, и будет... потом память на всю жизнь. Конечно, это будет очень будет что вспомнить, большой рассказать праздник, внукам. Да, вот молодежи, юных спортсменов, волонтеров. И у нас во время проведения игр в деревне спортсменов будут проводиться вечера дружбы, например, да, вот культурные мероприятия, вот, где молодые люди тоже смогут обмениваться, так сказать, своей культурой, познакомиться, да, узнать культуру других своих сверстников, например. Вот. То есть вот те волонтеры, которые побывают, вот пообщаются с этими, ну просто я уже им завидую вот, уже сейчас, потому что это здорово, это интересно, это, но на самом деле, когда ты ездишь в другие страны, это совершенно по-другому воспринимается, когда ты этих людей встречаешь у себя. Мы же все ездим в Таиланд отдыхать, да, в Китай, очень многие, но когда приезжают вот эти спортсмены к нам,
То есть это они уже совсем по-другому мы их воспринимаем. Мы их здесь встречаем Конечно. как радушные гости, радушные хозяева. И, конечно, хотелось бы, чтобы вот эти вот... Сколько у нас там недель будет этот праздник длиться? 2 недели? С 5 июля по 17 июля. Угу. То есть вот чтобы вот это время люди, вот эти, которые к нам приедут, они запомнили его и оставили в своих сердцах на память, на всю жизнь. И, ну, как рассказывали, опять-таки, как сарафанное радио, вы знаете, там на севере какие люди живут, во, какие люди. Вы знаете, когда некоторые команды выезжали после 5 игр, мы видели много слез. Слез расставания, да, вот настолько они подружились с волонтерами нашими. Некоторые вообще не хотели уезжать, некоторые просили своих руководителей спортивной делегации остаться еще на пару дней, да, вот, так сказать. Наши волонтеры тоже очень, так сказать, грустили, то, что команда так скоро уезжает. А сколько вообще команд приедет? Больше, меньше вот, по сравнению с 5-ми играми? На данный момент у нас 38 зарубежных стран подтвердили свое участие. Из них 19 стран уже дали свои официальные заявки. То есть это сколько человек по каким видам спорта будет участвовать. Если брать динамику после 5-х, ну, по сравнению с 5-ми играми, то на 5-х играх у нас было 2042 участника, то есть это и спортсмены, и тренера, и члены команд из 26 зарубежных стран и России. Всего было 34 то есть, команды. Получается больше. Да, а на данный момент у нас 38 зарубежных стран и 8 команд из России. Ну надо же, это несмотря на то, что кризис как бы затронул, и вообще как бы во всем мире не ох, какая хорошая, не ах, какая хорошая, да, финансовая погода, как говорится. Но тем не менее столько команд. Тем не менее, да. И очень радует, что вот это вот высказывание, что спорт не политики, нам очень сильно помогает, и у нас будет намного больший охват в этом году. Ну, дорогие друзья, вот многие скептики, может быть, вот когда читаешь в интернете, опять-таки, да, высказывания там и так далее, что во время, до такой активной подготовки к играм, да, ну, мы все знали, что в этом году будут игры, естественно, но до этого высказывалось, ой, да зачем нам эти игры, вот лучше бы там дороги строили, там со школы там и так далее, да, ну, то есть нашли бы деньги, куда, как говорится, потратить, да, с умом. Но, собственно говоря, смысл-то этих игр, он же совершенно как бы это не какая-то материальная такая вот выгода, да, это гораздо больше, наверное. Но конечно. Смысл вот этих игр проведения, это же и на таком уровне, и причем наш субъект такой немногочисленный, но такой величавый по размерам, таежным, ну и так далее. Вот. Знаете, вообще 1996 года, когда игры были впервые проведены по инициативе Михаила Ефимовича Николаева, нашего первого президента, динамика вообще огромная. Игры превратились, можно сказать, из такого регионального спортивного мероприятия с международным участием вообще в крупный мультиспортивный проект, который имеет патронат Международного олимпийского комитета. И интерес возрастает, как Конечно, мы смотрим по у динамике. нас есть патронат ЮНЕСКО, патронат руководства нашей страны. Вот. Обращается более такое внимание сейчас в последнее время, да, вот у нас укрепились очень сильно отношения с Олимпийским советом Азии, очень большая поддержка идет от шейха Ахмада Аль-Фахад Аль-Сабаха, президента вот Олимпийского совета Азии. Вот, нас везде узнают уже, Якутию узнают, как бы игры стали, ну, таким крупным брендом нашей республики. Ну, это только радует. Скажите, а вот когда приезжают к нам команды, вот какие наиболее многочисленные, так сказать, команды, из каких стран приезжают, а самые малочисленные, почему они малочисленные? Ну, если брать только зарубежные страны, мы пока отставим команды федеральных округов России, потому что они традиционно большими командами приезжают. Если брать только зарубежные страны, то это традиционно Монголия. На 5-х играх их было больше 150 человек. Сейчас только спортсменов, одних только спортсменов 190 человек. Ирак, например, у них больше около 150 человек. Сирия, Кыргызстан. Даже Сирия. Но Сирия точно приедет, да? Сирия обязательно приедет. Вот. Молодцы какие. Казахстан постоянно большой командой приезжает, Туркменистан,
Вот. А если брать малочисленные команды, то это... Почему малочисленные? Есть очень маленькие такие регионы. Взять, например, Сингапур. Взять, например, такие вот специальные административные районы Китая, Гонконг, Макао, например. Да, вот. Они традиционно даже в Олимпийских играх там участвуют по несколько, ну, максимум 10-15 человек, да, например. Вот. Может быть, это обусловлено географическим расположением, да, вот логистика. Например, такие страны, как Бутан, Непал, они находятся, так сказать, в некой изоляции, да, вот, и по географическим своим параметрам. Вот. Но, тем не менее, Бутан, например, обещает в этот раз намного больше привезти. Непал тоже. Ну, сколько там? 2, 3? Ну, Непал, 5. например, 12 спортсменов. Ух ты, ну это много. Вот. Ну, самое, конечно, малочисленное — это Камбоджа. Ну, в Камбодже как бы... Ну, их 3 было в прошлых играх, да? У них стабильность, да, в этот раз тоже 3 приедут. А они по какому виду спорта они там? По вольной борьбе. Вольная борьба. Да. Угу. А скажите, вот уровень наших спортсменов, он же тоже вырос, да, вот в связи, благодаря вот, не только традиционные виды спорта, которые вот у нас, вот мы любим все борьбу, значит, любим бороться, а вот какие виды спорта еще получили вот такой вот толчок к развитию? И в этом году по каким видам спорта мы вот больше всего хотим завоевать медали? Конечно, у нас тоже большая команда будет представлена, ведь, конечно. Правда? Ну, республика традиционно выставляет 2 команды. Первая команда — это полностью по всем видам спорта, включая 3 игровых вида спорта: футбол, волейбол, баскетбол. А вторая команда будет без игровых видов спорта. Вот. Традиционно, конечно, наши сильные виды спорта — это вольная борьба, бокс, дзюдо. Ну и, конечно, наши национальные виды спорта: масс-рестлинг, хапсагай, якутские прыжки. А легкая атлетика, нет? Ну и легкая атлетика, конечно. Вот. А масс-рестлинг, например, у нас очень сильно развивается и по всему миру. В данное время у нас больше 10, по-моему, около 15 федераций национальных в разных странах. Те тоже сейчас выставляют свои команды. Нововведением в 6 играх по видам спорта у нас добавилась борьба «Кураж», добавилась дисциплина бокс среди девушек, и якутские прыжки выделены в отдельный вид спорта. Вот, а еще и стендовая стрельба добавилась. Вот. А если брать КПД, да, вот, так сказать, коэффициент полезного действия, то, например, у Сибирского федерального округа на 5 играх было около 130 спортсменов, которые выиграли больше 80 медалей. Вот. В этот раз они везут полные команды, 250 спортсменов. Ничего себе. Вот. И у них настрой очень серьезный. Боевой? Да. Обещали обогнать сборные команды республики по медалям, поэтому наша сборная, принимая это во внимание, очень сильно активно сейчас готовится. Ну, то есть, да, потому что с каждым годом все становится больше сложнее, да, какие-то мировые рекорды нужно. Ведь мировые рекорды, они же побиваются как-то, да, ну, улучшаются. Конечно. Различные, допустим, там бег, прыжки и так далее. То есть с каждым годом спортсмены, они должны быть еще ловчее, еще сильнее, выносливее. Конечно. Уровень растет, качественный уровень подготовки спортсменов, потому что игры сейчас уже позиционируются как подготовительная площадка для азиатских юношеских игр, которые проводятся через год после наших игр, и через 2 года проводятся юношеские Олимпийские игры. Это, так сказать, победители игр «Дети Азии» переходят потом, выступают в азиатских юношеских играх, потом выступают в юношеских Олимпийских играх, поэтому... Например, взять ту же Монголию, есть все монгольские детские игры. И на игры «Дети Азии» приезжают только победители этих, так сказать, подготовительных игр для игр «Дети Азии». Вот, поэтому качественный уровень очень сильно подрос. Да, и потом вот эти вот спортсмены, которые поучаствуют в этих международных спортивных играх «Дети Азии», это действительно будущая наша гордость, гордость нашей республики, которая будет защищать честь нашей республики на больших. Да. Ну и вообще это дорога в большой спорт. Да, у нас есть очень много выпускников, мы за всеми отслеживаем.
которые становились олимпийскими чемпионами, чемпионами мира, Европы, Азии. Вот, и поэтому это наша да и гордость. нынешние наши чемпионы, которые когда-то первые шаги свои сделали как раз-таки на площадках спортивных, международных спортивных игр «Дети Азии». Да. Ну что, дорогие друзья, сегодня у нас с вами был гость замечательный Сергей Александрович Хатылыков, ответственный секретарь дирекции международных спортивных игр «Дети Азии». Большое огромное спасибо, что рассказали, Спасибо как дальше идет подготовка к этим играм. Но большое спасибо, Спасибо удачи, вам. пусть эти игры будут действительно наш талисман. Радио Саха. Первое радио Якутии.